В районном центре поселка Усьмая в течение 3 дней работала группа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, которая приехала рассмотреть проблемные вопросы по экологии в части возможных нарушений, которые негативно влияют на окружающую среду. В каждом населенном пункте у нас в республике проблема стоит с жидких бытовых отходов утилизации, потому что у нас почти во многих населенных пунктах отсутствуют очистные сооружения, и, соответственно, у нас стоит проблема, что жидкие бытовые отходы, они у нас сбрасываются, грубо говоря, на рельеф местности. Где-то это происходит организованно в одном месте, где-то это у нас вообще как бы незаконно в нескольких местах. Ежегодно жителями и организациями создаются тонны коммунального и строительного мусора, которые после продолжительной зимы оттаивают, и жидкая часть, проникая в почву, рано или поздно попадает в водные объекты, ручьи, озера, вызывая ощутимый вред экосистеме прилегающей территории. Согласно данным российских экспертов, один человек за год в среднем создает порядка 500 килограммов мусора, и это не говоря об организациях, чьи отходы измеряются тоннами. Именно это диктует требования создания современных полигонов во всех городах и густонаселенных районных центрах. В первую очередь Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия осмотрели в Усьмае объекты размещения твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов. На сегодняшний день в Усьмае мы видим, что свалка огорожена, есть шлагбаум официальный, то есть мы уже знаем, где находится конкретно полигон, да. Наверное, не могу сказать, что это полигон, потому что это не является законно, да. Оно не внесено в государственный реестр объектов размещения отходов, но является санкционированным объектом размещения, который уже по распоряжению является официальным, где размещаются отходы. У нас 100% на сегодняшний день твердые коммунальные отходы захораниваются. И, соответственно, есть территориальная схема, где описывается, какова вообще ситуация, да, планируется в будущем по всей республике. И в Усьмайском улусе, в поселке Усьмая, планируется установка мусоросжигающей установку, и, соответственно, это планируется в 2029 по информации Министерства ЖКХ. На сегодня организация по твердым коммунальным отходам у нас уполномоченным органом является Министерство ЖКХ. И Министерство экологии, как орган, который осуществляет региональный государственный экологический контроль и надзор, мы проводим мероприятия по контролю. То есть главное, чтобы у нас несанкционированных свалок было меньше, и чтобы все-таки у нас все было по закону. С жидкими бытовыми отходами тоже не все так просто, а может быть еще и сложнее, чем с твердыми. Жидкие бытовые отходы на сегодняшний день, конечно, стоит на всех населенных пунктах, и обязательно нужно, чтобы было очистное сооружение в каждом населенном пункте, где образуются такие жидкие бытовые отходы. Мы понимаем, что вообще с развитием сельских поселений у нас очень много образуется, добавляются благоустройства, соответственно, увеличиваются жидкие бытовые отходы. Поэтому уже назрела такой вопрос, что нужно ставить уже очистные сооружения. Где-то модульные, где-то уже стационарные. Поэтому, конечно, стоимость такой очистных сооружений, она стоит дорого. Поэтому надо решать вместе уже с помощью, попытаться где-то заявляться из федерального бюджета, чтобы можно было получить, либо с помощью Министерства ЖКХ, да, чтобы можно было поучаствовать в таких государственных программах и получить субсидию. И очистные сооружения должны быть в обязательном порядке, чтобы слив происходил в водных объектах, где именно с проточностью, чтобы можно было бы не в одном месте в одно сливалось. Весной 2018 года руководство поселка Усьмая провели осмотр опасного участка автодороги при выезде из райцентра на трассы Петропавловск и Амгинскую дорогу. Уже тогда ставился вопрос перед различными структурами республики об аварийном состоянии этой дороги. Дмитрий Владимирович, вот мы стоим довольно-таки на опасном участке дороги Усьмая-Петропавловск. Постепенно, наверное, метр в год она приближается все ближе и ближе к дороге. Наверное, в этом году вообще близко приблизится. Да, в этом году мы думаем, что обрыв подойдет вплотную к дороге, да. Этот обрыв, конечно, проблема не сегодняшнего дня, да. Это довольно-таки давно возникла проблема. Приезжали, тогда я занимался, когда департамент водных ресурсов, да. Приезжали, оценку делали. Очень затратное мероприятие.
мероприятие дорогостоящее, нам своим бюджетом, конечно, не вытянуть, да? Мы предварительно оценку делали этого проекта, да. Только проект обойдется нам в пределах 2 миллионов. Потом нам нужно будет пройти экспертизу. Это же укрепительные мероприятия будут. Посмотрите, какой здесь обрыв. И сами работы будут стоить от 10 до 15 миллионов. Как вот предварительно мы отправляли фотографии, да, все документы, нам сказали, что стоимость этого проекта будет 10-15 миллионов. Да, мы неоднократно выезжали, проводили рейды совместные с административной комиссией, с представителями администрации поселка Усьмая. Но здесь, конечно, решать нужно администрации, изыскивать финансирование на разработку проекта. В первую очередь. Дальше этот проект будет согласован в Министерстве охраны природы, в нашем, значит, головном управлении, и изыскивать, конечно, деньги на саму отсыпку, на саму реализацию этого проекта. Рабочая группа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия провели осмотр места разрушения береговой зоны реки Мокуя. Специалисты администрации поселка Усьмая на месте проконсультировались по данному вопросу, а заместитель руководителя Департамента водных отношений и регулирования рыболовства Анисия Игнатьева прокомментировала алгоритм действий для решения проблемы. Мы находимся на берегу реки Мокуя, который обрушается, да, и создает угрозу автомобильной дороги, ведущей в поселок Усьмая. Да. Мы посмотрели комиссионно, да, и в принципе то, что вот предлагают местные жители по поводу проведения углубительных работ, в принципе, поддерживаем, да, и со стороны Министерства экологии поможем оформить разрешительные документы по водопользованию, да. В принципе, я так полагаю, что если расчистить русло реки Мокуя, да, то течение, соответственно, поменяется русло реки, течение реки, да, и прекратится обрушение берега, да. Ну, а по поводу обрушения надо будет все-таки поселку, муниципальному образованию провести превентивную работу по берегоукреплению, да, чтобы не было дальнейшего разрушения берега и, соответственно, дороги. При въезде в поселок тоже идет разрушение дорожного полотна, там еще и кладбище, да, старые. Рассмотрели варианты, в результате которых можно будет вопрос решить в ближайшее время. В частности, я говорю о весне следующего года. Там просто будут проведены мероприятия по отведению в другую сторону русла данной протоки. Надеемся, что в ближайшее время общими усилиями опасный участок дороги удастся ликвидировать, ведь в первую очередь он представляет опасность для населения, особенно детей, которые в силу своего любопытства могут пострадать. Вот тогда-то, как правило, и будут искать виновных. Под руководством заместителя министра экологии Луки Сафонова, главы Усьмайского района Александра Азарова, с участием приглашенных состоялось заседание межведомственной комиссии по контролю за реализацией мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории Усьмайского района. Такая межведомственная комиссия нужна для района, для того, чтобы решать экологические проблемы и рекомендовать, допустим, тем же золотодобывающим компаниям, как проводить мероприятия по охране окружающей среды, соответственно, улучшить, вообще снизить нагрузку на природу. Старательские артели, они доложили председатели о своей деятельности по охране труда, по экологической безопасности, рекультивация, засеивание, восстановление биологических ресурсов. Их были очень такие строгие к ним вопросы и даны указания им, что они должны исправить, в каком направлении двигаться. Даются такие поручения, которые в дальнейшем дадут какой-то результат, эффективный результат. И надеемся, что плодотворное взаимодействие покажет дальнейшие эффективные результаты. Это большой положительный будет играть опыт, я считаю. И это налаживание более тесных контактов с органами. И это будет влиять также на профилактику очень серьезно. Поэтому мы только за по организации данных мероприятий. И рады, что если они будут продолжаться, такие контакты в дальнейшем, мы только будем иметь будет положительный эффект. Все комплексные экологические мероприятия выполняются предприятиями удовлетворительно.
Есть, конечно, ряд вопросов, проблем, но в рабочем порядке, как мы сегодня договорились, мы эти вопросы решим. Можно подытожить то, что работа золотодобывающих предприятий на территории Усманского района идет хорошо. По итогам заседания даны рекомендации по обеспечению охраны окружающей среды, соблюдению природоохранного законодательства. В рамках выездного заседания Министерства экологии Республики Саха-Якутия прошел семинар с охотопользователями и охотниками. Усманский район, конечно, охотничий район. В основном все мужчины охотники, поэтому разговор получился живой, интересный, поэтому все нормально прошло. Семинар прошел в конструктивной и доброжелательной обстановке, в форме диалога и дискуссий. Сегодня деятельность человека привела к тому, что в 70% рек вода не годится для питья и опасна для купания. На берегах создаются и разрастаются мусорные свалки, а ведь вода – источник жизни. Природа – наш общий дом, и наводить порядок в своем доме должен каждый. В рамках государственного национального проекта «Экология», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, повсеместно проводится всероссийская акция «Вода России». Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия организовало и провело такое мероприятие по очистке реки Алдан в районном центре поселка Усьмая. Интересное начало мероприятия подняло настроение участникам акции, и они активно принялись за уборку прибрежной территории реки. Работали весело, с энтузиазмом, понимая всю значимость своего труда. По мнению участников акции, такая работа позволяет не только внести свой личный вклад в деле сохранения благоприятной окружающей природной среды, но и привлекает широкое внимание общественности, становясь тем самым значимым элементом в деле формирования экологической культуры. Мы министерством проводим часто в рамках этой акции многие субботники, не только на реке Алдан, и просим всех присоединиться к нашей акции. Вот убираем тут берег. Теперь он стал намного чище, намного лучше. Приятно смотреть на это все. Чистый берег, чистая вода. Такого лозунга должен придерживаться каждый житель нашей республики. Пусть данная акция станет доброй традицией у жителей Усьмайского района. Юрий Таюрский, Анатолий Вако, Тимур Канаев, поселок Усьмая.